Жириновский предложил ограничить въезд в Россию мигрантам. Коронавирус в Таджикистане. Сохранение власти, либо забота о народе. Узбекистан. Критиковать нельзя, хвалить можно. Утечка мозгов из Таджикистана. Угроза для страны. Ребята очень сейчас находятся на тяжелом состоянии, у них и деньги нету, и на квартплату нечем уже платить. Они Судьба беззащитных трудовых мигрантов из Центральной Азии снова в тренде у некоторых российских политиков. Итак, председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил ограничить въезд в Россию мигрантов после пандемии. «У нас много трудовых мигрантов уехало, надо ограничить их приезд», цитирует Жириновского агентство «Москва». Как заявил парламентарий журналистам, что это необходимо для сохранения рабочих мест россиянам. Сейчас своих будет много безработных, чтобы рабочие места были для наших граждан, добавил политик. Они были готовы заплатить и взять билет, купить их, но правительство не выдает нам самолет. Напомним, что ранее сотни граждан Кыргызстана и Узбекистана пришли к посольству своей страны в Москве и потребовали, чтобы посольство оказало помощь в организации чартерного рейса до родины. Трудовые мигранты, оставшиеся без работы, хотят вернуться домой, однако границы закрыты. У многих уже закончились деньги, и они остались без жилья. Была у нас работа, но из-за карантина закрыли там, где мы работаем. Финансово нету дохода, ничего. Число зараженных коронавирусной инфекцией в Таджикистане достигло 3000, сообщает Радио Зади. А по данным Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, по состоянию на 25 мая в стране выявлено 3100 человек зараженных. От болезни вылечились 1395 пациентов, скончались 46 человек. Тем временем в народном списке жертв коронавируса в сети имена уже более 349 погибших от пневмонии и коронавируса. Список составляется на основе сообщений СМИ, соцсетей и родных погибших. Многие специалисты и граждане уже давно сомневаются в достоверности официальной статистики. Напомним, что власти Таджикистана до 30 апреля скрывали, что в стране имеются случаи заражения коронавирусной инфекцией, хотя ежедневно поступали сообщения о росте числа больных пневмонией и смертности от этого заболевания. Наблюдатели отмечают, что до официального объявления о случаях заражения властями страны в страну была передана со стороны ряда стран и Всемирной организации здравоохранения гуманитарная помощь для борьбы с коронавирусом, которую сегодня власти страны передают жителям как помощь от так называемого Джаноба. По итогам января-апреля 2020 года в Таджикистан поступила гуманитарная помощь из 43 стран на общую сумму $7,7 миллиона, сообщили в агентстве по статистике при президенте республики. В такой ситуации эксперты задают вполне резонный вопрос: а куда делась вся полученная финансовая и материальная помощь? بینندگان گرامی از جریان رسانیدن کمک پیشوای معظم ملت به ولایت مختار کوهستانی بدخشان که با مقصد دستگیری و هوسمندگردانی طبیبان و دیگر کارمندان ساحه تندرستی تقویت تدبیرهای پیشگیری از پهنشوی و معالجه سریعوقتی بیماران گرفتار کرونا نو یا خود PFL yoki OFA o'ziga oladigan joyiga O'zbekiston 24 kanal deganingizga. Редактор и главный режиссер телеканала «Спорт», упрекнувший главный телеканал «Узбекистан-24» в необъективном освещении наводнения в Сырдарьинской области, освобождены от занимаемых должностей. Об этом пишет информационное агентство «Фергана» со ссылкой на собственный источник. Жамалиддин Бабаджанов и Бабур Акмалов в ходе передачи «Футбол Плюс» в эфире радио «Ориат Доно» раскритиковали телеканал «Узбекистан-24» за приукрашивание текущего положения на Сардобинском водохранилище. По словам режиссера телеканала «Спорт» Бабаджанова, посмотрев сюжет про прорыв дамбы, он подумал, что сардобинцы радуются наводнению. Редактор «Спорта» Акмалов с ним согласился, сравнив показанных телеканалом счастливых узбекистанцев с гражданами Северной Кореи. Bilan suhbat bo'lgan ekan, uyini suv bosgan odam bilan suhbat bo'lgan ekan. Bizning prezident oldiga olib chiqishmadi debdi-ku.
O'qidingizmi? Televizorda chiqqanlar hammasi uyiga suv yetib bormay, umuman boshqa tomonda yashaydigan odamlar. Ko'rdingizmi, televizorda hamma xursand-xursandchilik bilan ana prezident kutib oldi-yu, haqiqatda ularni ko'rsangiz, bular bir Shimoliy Koreya fuqarolar deb o'ylaysiz-da. Uyini suv bosgan odam bunaqa baxtli ko'rinmaydi-da yuzi. Gul tabassum yuzlarda, hammasi semirib yotgan, hozir osh yeb chiqqan yuzlari qip-qizil, tirsillab turgan. В ответ глава национальной телерадиокомпании Алишер Хаджаев обвинил спортивных журналистов в нарушении корпоративной этики, а также в неуместной критике деятельности большого коллектива, в котором они работают, с платформы другого СМИ в период испытаний для страны. Позже все материалы полемики были удалены из мест их первой публикации. Напомним, что 1 мая этого года в результате прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище несколько населенных пунктов в Сырдаринской области оказались затоплены. Волной смыло дороги и мосты, пострадали жилые дома и инфраструктура. На городскую станцию скорой медицинской помощи. Пожалуйста, не кладите трубку. Таджикистанцы, все чаще приобретающие российские паспорта, в основном имеют высшее образование и являются специалистами в том или ином направлении. И это главная угроза для страны в плане утечки мозгов. Об этом говорится в материале «Радио Азади». Среди основной части людей, получивших российское гражданство, за период начала 2016 года по первый квартал 2020 года таджикистанцы занимают 3-е место, сообщает РБК со ссылкой на статистику МВД России. Их доля среди новоиспеченных россиян составляет 10% или 146,1 тысяч человек. Издание приводит слова экс-замминистра Федеральной миграционной службы России Вячеслава Поставнина, который объясняет растущую тенденцию принятием новой концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 и 2025 год, которая предусматривает привлечение в Россию 50 миллионов человек. С прошлого года и началась эта тенденция к увеличению числа людей, получающих гражданство, в связи с тяжелой демографической ситуацией, отметил эксперт. До того в районе 200-300 тысяч гражданств выдавали в год. В начале октября 2019 года в России на законодательном уровне упростили процедуру получения российского гражданства для квалифицированных специалистов, а это, по мнению экспертов, представляет серьезную угрозу для страны в плане утечки мозгов из страны и нехватки высококвалифицированных специалистов. Так, например, в прошлом году экс-министр образования Таджикистана Нуриддин Саид во время пресс-конференции говорил о нехватке учителей. По его словам, население увеличивается, а многие преподаватели либо выходят на пенсию, либо в декретные отпуска, либо покидают страну. Более того, по статистике Минздрава, в стране остро ощущается нехватка медработников, в частности, семейных докторов. По словам экс-министра здравоохранения Таджикистана Насим Алимзада, это количество составляет 79,7% от общей потребности. Эту тенденцию нельзя назвать обычной миграцией, это один из главных путей утечки мозгов, поскольку в этой программе приоритет дается специалистам. Таджикистан – это не та страна, которая имеет большой интеллектуальный потенциал. Если еще Россия увезет к себе наших лучших специалистов, то в перспективе это будет иметь негативные последствия, говорит обозреватель Иршод Сулеймани. من این کار نمیکنم متاسفانه احیان این خیلی حادثه ها رو